Яшчэ раз усім прывітанне. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, у межах якога мы звычайна распавядаем пра падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Мяне завуць Маша Калеснікава і мае сённяшнія госці. Гэта арганізатаркі праекту, які 30 числа адкрыўся ў івент-прасторы месца. Выстава гэтая прысвечана медыкам, яна называецца «Машына дыхае, а я не». Гэта каардынатарка праекта намесніца старшыні рады грамадскага аб'яднання «Звяно» Наталья Трэніна і таксама прадстаўніца куратарскай каманды і платформы «Шкло» Юлія Валчок. Прывітанне. Прывітанне. Слухайце, як мне падаецца, гэта такая першая публічная выстава, прысвечаная беларускім медыкам, прынамсі за апошнія вялікую колькасць гадоў, правда? Я думаю, что мы можем согласиться, потому что мы не видели никаких альтернативных проектов, которые говорят об этой же теме. А тема важная, и одна из главных целей этого проекта это было оптимальный формат для выражения благодарности медикам за их труд и поговорить немножко про последний год, потому что для них он в том числе был полон вызовов. И вообще привлечь внимание к медицинскому сообществу и выразить им, как я говорила, благодарность для нас показалось очень важным. Я тоже, наверное, соглашусь, потому что сейчас сходу я не вспомню каких-то проектов, таких посвященных медикам. Может, потом меня коллеги поправят. Но это еще факт того, что мы к выставке готовили один проект, специально к выставке. Не только собирали у авторов, поэтому, наверное, сходу можно сказать, что да. Давайте распавядзем пра выставу саму. Так, вось я разумею, што яна з 5 праектаў складаецца. Што гэта за праекты, хто іх аўтары, якая ўвогуле канцэпцыя выставы? Концепция вообще про то, что мы вообще, когда собирались с друзьями, с моим коллегой по шклу Максимом Сарчевым, с Тоней Стебур, у нас есть еще один куратор, которого мы не называем, мы разговаривали, очень долго разговаривали, мы вообще, когда только ребята предложили нам сделать выставку, мы созванивались и по теме несколько созвонов просто выговаривались, то есть там до концепции было далеко. Но потом как-то в процессе разговоров и вообще какого-то обсуждения мы поняли, что это вообще про хрупкость человеческой жизни. И у нас в кураторском тексте это написано, Тоня замечательно написала. Она выразила то, что мы проговаривали, это про то, что, наверное, медики, медицинские работники, они всегда понимали, чего стоит человеческая жизнь, эта хрупкость. А мы, наверное, и не осознавали этого. А сейчас как-то события последнего года, и ковид, и последующие события после выборов, насилие над людьми, мы поняли, что человеческие жизни хрупкие, и мы хотели передать, совместить эту очень какое-то такое понятие, хрупкость с нашими реалиями. Поэтому мы вспомнили сразу про проект Олеся Пелецкого. Не про проект, на самом деле это фоторепортаж, это просто документальная работа, очень хорошая. И опять же очень симптоматично и показательно, что за целый год уже, можно сейчас говорить, был сделан один хороший репортаж из красной зоны, со всеми вытекающими, как там все происходит, да. Мы обязательно в одну из первых очередей про это подумали. Потом, когда мы разговаривали, во многом натолкнул на эти размышления наш проект Максима Сарычева, который снимал цветы. Он на локдауне тогда застрял в Австрии и снимал цветы на фоне, опять же, показывая эту хрупкость, да, на фоне заголовков разных мировых СМИ про ковид. Опять же, сопоставляя какую-то такую очень личное, такое персональное с каким-то мировым потоком новостей. И еще проект, который мы делали совместно с Машей Светогор, мы брали журналистку, которая в роли интервьюера выступала, и искали врачей, мы решили, что,
врачи, которые с явной гражданской позицией выраженной и вообще, которые не боятся говорить, они и так на виду. И мы на самом деле не заморачивались, мы просто дали врачам, которые и так уже, у них есть какие-то истории очень сильные, просто дали им возможность еще побывать и в пространстве, и вот как бы с людьми повзаимодействовать. И вот я сейчас, например, разговаривала прямо сейчас вот на выставке с людьми, они говорили, что эти портреты, нас какие-то близкими для нас этих людей становят, то есть это как бы правильный формат, вот. Еще один проект Галины Красноперовой, это авторка из России, на самом деле, она собирала подписи людей, записки людей, которые лежат на ИВЛ. Это не только по ковиду люди, которые лежат, а люди, которые и раньше лежали. Вот как вообще она представляла, это как вообще невозможность говорить то, что ты вообще ощущаешь и переживаешь. И этот проект дал вообще название нашему вообще большому проекту «Машина дышит, а я нет». Мы закладывали туда много слоев разных смыслов. Вот. Думаю, что не нужно даже расшифровывать его. И поэтому это тоже сильный, на наш взгляд, проект. Он выходил в российских таких делах. И еще, конечно же, вот наш неназванный куратор предложил взять группу «Кто кроме нас», Василий Саполянин и Андрей Анро, которые еще до выборов, то есть в период, когда уже бушевал ковид, мы на плато вышли или спали, я не знаю, то есть это летом где-то, и до выборов ребята записали очень мощный манифест, который призывал объединяться. Это и про общество, и в том числе мы подумали, что его актуально вообще в любую выставку сейчас включать, правда, и в нашу выставку мы его включили обязательно. Ребята, там основной посыл, то, что призывают объединяться. И вот, мы просто реально как бы разные стороны пытались включить, и какие-то людей болевших, лежавших на ИВЛ, людей, которые персонально переживали, как Максим Сарычев, да, вот эти все самоизоляции, и самих врачей переживания. И как бы мы пытались такую более общую картину вот создать. Як медики адгукнуліся на вашу ініцыятыву, і наколькі вось на адкрыцці яны былі ўражаныя, што гаварылі наконт усяго, што бачылі, наконт таго, што сталі героямі? Мне кажется, что мы так еще не успели совместно с медиками прорефлексировать и проговорить вообще важность проекта и важность выставки, в том числе и сопроводительные программы. Но мне кажется, что это уже показательный момент, что они были согласны приходить, участвовать, говорить и заявлять свою позицию к этому вопросу и как мы их называем, этим вызовом последнего года. Мне кажется, что это уже говорит о многом, что они готовы приходить. И никто, вот у нас был еще в какой-то момент разговор про анонимность, неанонимность и так далее, все были согласны говорить открыто об этом. И вот Юля говорила, что мы в большинстве, наверное, своем приглашали людей, которые уже где-то выступали и говорили, и это уже тоже было как подтверждение того, что они не боятся. Да, я соглашусь с Наташей, то, что они, в принципе, правда, еще тоже не успели пообщаться, но они пришли, кто-то написал, что спасибо вам за ваш проект. Это было очень странно получать спасибо, потому что кому должен говорить спасибо? Мы вам говорим спасибо. Там, парочка человек написали спасибо. Это так было мило. А вот какой-то такой общий еще фидбэк, все только началось, поэтому я думаю, мы потом в конце подведем итоги. Да. Давайте я нагадаю нашим слухачам і глядачам, што 30 сакавіка у івент-прасторы месца адкрылася выстава «Машина дыхае, а я не», прысвечаная беларускім медыкам і тым выклікам, з якімі ім давялося сутыкнуцца цягам мінулага года. Гэта і ковід, гэта і палітызацыя сістэмы аховы здароўя, і куратаркі выставы, гэта Наталья Трэніна і Юлія Валшок, сёння нашыя госці.
Слухайте, ну вы вырашылі зрабіць не просто выставу, дзе можна там пазнаёміцца з фотаздымкамі там і з гісторыямі, напрыклад, нейкімі, так? Вы яшчэ вырашылі зрабіць выставу такую дыскусійную пляцоўку. Чаму таксама гэта важна? Важно, наверное, в первую очередь это вообще выносить такие вопросы в публичное пространство и давать возможность разным слоям взаимодействовать и обсуждать, и запускать не только там где-то, не знаю, дома обсуждения, но и вот в таких пространствах. Нам было важно собрать в одном месте людей, простых, медиков, медиа, чтобы все смогли повзаимодействовать и обсудить. Возможно, это скорее, да, вот дискуссионное пространство — это самый лучший такой термин, который описывает вообще весь проект, потому что мы решили сделать такой симбиоз выставки и образовательной программы, где и он апеллирует, наверное, к огромному количеству людей. Кому-то интересно прийти посмотреть выставку, кому-то интересно прийти послушать или посмотреть кино, послушать дискуссии, посмотреть кино. И выставка была в том числе важна для того, чтобы создать контекст. Создать контекст и пространство для проживания этого опыта. И, как мне кажется, мы уже где-то об этом говорили, тоже рефлексии на разных уровнях. Кто-то уйдет просто с какими-то впечатлениями, кто-то еще, посетив мероприятие, сделает дополнительные выводы и послушает в том числе врачей, что очень важно. Ну, дарэчы, я бачыла, што там шмат дактароў будуць у вас аратарамі, так, у межах выставы. Пра што яны будуць распавядаць? Гэта будзе нейкая іх нешта пра тое, што тычыцца прафесіі ў плане спецыялізацыі, ці гэта будуць нейкія агульныя цікавыя гісторыі? Вот мы задумали два формата, наверное, из дискуссионных. Это первый формат — это 2 дискуссии, где скорее будут говорить про заявленную проблему. Первая дискуссия у нас называется «Медики на ковид передовой», и здесь мы хотели бы порассуждать вообще, как опыт преодоления борьбы с пандемией трансформировал как медицинское сообщество, так и общество в целом, как изменил, наверное, отношения между обществом и медицинским сообществом, и государством в том числе. Какую поддержку медики получили, была ли она адекватной вообще сложившейся ситуации. И вторая дискуссия у нас тоже очень актуальная. Мне точно мне лично интересно послушать, что медики думают по этой теме. Это между клятвой Гиппократа и гражданской позицией, потому что, мне кажется, я точно наблюдала, например, в социальных сетях вот эту вот дилемму. Медик, он в первую очередь профессионал, врач, или он гражданин, и можно ли вообще это разделять? Какие вообще настроения в медицинском сообществе, кто как думает и рассуждает на эту тему, потому что это такой, наверное, большой этический вопрос и имеет свои социальные последствия в том числе. И вот второй формат, который мы назвали шутливо «Месяц борьбы с мифами о медицинских профессиях». Здесь у нас была скорее такая просветительская цель — пригласить медиков разных профессий, рассказать вообще о своих буднях, рассказать об обязанностях, о каких-то вот мифах, в этом случае это заблуждение, потому что мне кажется, что у нас очень много каких-то стереотипных представлений о них, и было бы интересно послушать, как это происходит на самом деле. И здесь мы предлагаем просто послушать, просветиться в как-то разных плоскостях вообще в медицинских профессиях, которые существуют. Я так разумею, што у вас будуць і будуць лекцыі, там і сустрэчы і у офлайн, і ў онлайн форматах, так? Да, в этот месяц борьбы с мифами в медицинских профессиях у нас весь офлайн заявлен, а дискуссия одна в офлайне, другая в онлайне. Это в том числе мотивировано тем, что не все находятся здесь, и мы решили, что, наверное, такой будет оптимальный формат. Послушать это можно будет в онлайн. Кинопоказы у нас также есть в программе. Они тут тоже будут проходить в ивент-пространстве места.
Вот, если судьба так распорядится, что мы сможем их провести оффлайн. И кураторские экскурсии, да, это, у нас наверное, еще Юля будут расскажет. экскурсии кураторские и с авторами. Одна онлайн, просто потому что у нас кураторы некоторые нету не в Беларуси, авторы не в Беларуси. Вот, кто-то там приехал, сидит на самоизоляции, ну, то есть она просто логично вытекает. Вторую мы думаем перенести в оффлайн, потому что есть автор, который есть здесь в Минске, и хочется, ну, экскурсию интереснее все-таки проводить, в том числе видя вот вживую работы. Мы хотим на небольшое количество людей сделать, вот, чтобы и соблюдать как-то пространство, вот, все предписания ковидные, да. Дарэчы, ну вось да 17 числа, да 17 красавіка у вас будзе адкрытая выстава. Наколькі ўжо людзям цікавая гэта тэма, наколькі ўжо адгукнуліся наведвальнікі? Я присутствовала в первый день, 30 марта, и вела подсчет, ставила палочки. И, насколько я понимаю, что для выставки это очень хороший показатель. Юля, может быть, подтвердит это. У нас пришло 42 человека, если я никого не пропустила, не упустила. Получается, мы открылись в 2 часа дня и до 8 вечера, то есть за 6 часов 40 человек. И вот когда я там присутствовала, многие говорили спасибо. Просто за выставку и за то, что мы вообще сделали этот проект. Я была сейчас полчаса до вот нашего эфира, открывали, пришло 5 человек, приходят люди разных возрастов, это интересно. И мне кажется, что выставка будет иметь успех в том смысле, что это горячая тема, свежая тема. Мне кажется, важно сейчас документировать, ну, то есть, если по сути, вот весь этот наш проект, такая документация, мы сможем, конечно, когда-то потом вообще большую рефлексию устроить, но сейчас это, по сути, какой-то промежуточный этап документирования того, что происходит, очень важно. И очень хороший, как бы, прошел там год, полгода, да, то есть какие-то вещи можно уже там вербально проговаривать, и это очень актуально, это отзывается людям сейчас, мы в процессе, в каком-то вообще переосмысления всего, поэтому я думаю, что выставка будет иметь успехи, и, ну, несмотря на то, что она такая маленькая, я сейчас про выставку говорю, да, в успехе проекта я не сомневаюсь большого, вот, ну, потому что людям интересно, потому что это очень актуально, это болит, и... Ну, для таго ж зараз увогуле мала куды можна схадзіць, зараз такі час. Да, да. Мы думали, вообще, как бы для нас был большой вопрос, ну, мы делаем выставку про ковид, насколько у нас вообще есть этическое право выносить это все в пространство, насколько... Ну, то есть странно, если человек придет, там, заболеет, условно, на выставке про ковид, да, но как бы вот мы постарались найти этот баланс, чтобы у людей была возможность поучаствовать как бы по способностях, да, и там, как бы, потому что, ну, как-то так. А антиковидные меры, якія вы там придумали? На массовых мероприятиях у нас точно будет рассадка. У нас есть щитки, маски, кто, например, оказался без маски, антисептики. То есть за этим мы следим строго. Так что мы постарались учесть все. Но вот да, у нас были эти вопросы, насколько да, рационально делать все офлайн, если ковид. Наверное, нужно все делать онлайн, чтобы не собирать так большое количество людей в одном месте. Но ну, лично я пришла к такому выводу, что нам уже нужно адаптироваться к новой реальности и учиться в ней существовать. Мы еще тоже долго думали о том, что все соскучились по офлайну, когда можно прийти и посмотреть на людей, а не эти бесконечные созвоны. И вот мы же, да, мы, наверное, только вот на монтаже мы сами лично раззумились. Развиртуалились, да, мы увидели друг друга впервые в офлайне. Потому что до этого все созвоны были в онлайне, и обсуждения тоже в онлайне. Ну, у нас еще команда сама по себе разделилась, ну, вот на какие-то там, ну, не то что радикальные, но на противоположные взгляды, и мы просто, ну, это как-то мы очень логично пришли вот к этому балансу такому,
того и того. И как бы, мне кажется, такой на каком-то очень горизонтальном уровне, опять же, методом аргументации, убеждений и как бы понимая позицию друг друга, но и поэтому как бы вот так оно и вышло. Слухайте, ну вось завтра, паслязаўтра чаго чакаць ад выставы, куды трэба схадзіць? Будущее неопределенно. Так, расскажите, чему? Вообще на завтра у нас были запланированы кинопоказы. Первый показ — это фильм Галины Адамович «Лебеди» про бригаду скорой помощи в городе Светлогорске. Очень классный фильм, документальный, совместно с Беларусьфильмом. Но вот Юля пришла, да, я только что пришла, опять же, как я говорила раньше, с открытием мы открывали, и там уже были гости из МЧС, группа людей, они разговаривали с нашими арендодателями. Я убежала вот к вам, поэтому нету, я не знаю, что решили. Вот мы сейчас выйдем, и как бы для нас тоже будут, наверное, какие-то свежие новости, но факт того, что к нам уже сейчас пришли, не к нам, пришли к месту с претензиями к месту. То бок, чему ваша выстава там отбывается? Это не на с какими-то, нет, с какими-то вот этими, что там, охрана, как-то правильно, ну, то есть с какими-то претензиями по пожарной безопасности. Да, что-то вот такое. Это вот буквально то, что я слышала, там 5 минут разговор с какими-то претензиями к, да, там, каким-то... Але цалкам верагодна, што гэта ўсё ж звязана з вашай смелай выставай. Я абсолютно уверена, что это не совпадение. Ну, то бок все ж нейкія рызыкі вы разумелі, калі запланавалі выставу. Я забыла, что хотелось добавить. Ну, я могу сказать, что, конечно, мы разумеем, мы знаем, где мы находимся, и у нас есть план Б, например. Мы не будем как бы сейчас это. Мы понимали, тем более было у нас фактически здание находится по соседству с МЧС. Ну, так, центр города. Это даже немножко выглядает комично, да? Вот, но... Кому ближе было, то и пришел первый. По сути, да. Поэтому вот Наташа вспомнила. Да, я просто хотела тоже добавить, что мы день-то простояли. Это уже прекрасно, да. Ну, что это не до, нам дали хотя бы открыться. На самом деле мы как бы, когда готовили, мы готовили мы готовили как бы параллельно, работали над 2 вариантами проекта, поэтому как бы раз у нас так сложились даты, раз мы так, ну, как бы так складывается, так и складывается. Так что ничего плохого, тем более, что вот есть только факт того, что к нам пришли, а результат мы не знаем, может быть, вообще все хорошо. Я буду казаться очень наивной, но как бы... Что ж, я жадаю насамрэч, каб так кіно было. Вось, давайте нагадаем яшчэ раз нашим слухачам, гледачам, што да 17 красавіка у ідэале у івент-прасторы месца, гэта на вуліцы інтэрнацыянальнай рэвалюцыйнай, я заўсёды іх путаю. Вось, адкрылася выстава «Машына дыхае, а я не», якая прысвечана беларускім медыкам і выклікам, з якімі ім давялося сутыкнуцца цягам 2020 года, цягам апошняга года. Значит, до 17 числа там у прасторы ёсць выстава, а таксама вялікая адукацыйная праграма, сустрэчы з медыкамі і не толькі. І сачыць можна на адмысловай старонцы ў Фейсбуку, якая так і называецца «Машына дыхае не». Вось, ну, а куратаркі выставы гэта Наталья Трэніна і Юлія Валчок сёння былі нашымі гасцямі. І дзякую вам вялікі, што завіталі. Дзякую. Спасибо большое. Будзем спадзявацца, што калі не план А, дык план Б, напэўна, спрацуе. Да. Счастливо. Спасибо.